Яблони, груша, черешня и абрикос. Эти и другие фрукты выращивают в Дегории. Аграрии говорят, что на осетинской земле фруктовые деревья приживаются неплохо. Уже через несколько месяцев Асланбек Езиев сможет похвастаться своим первым урожаем яблок. Государство сельхозпроизводителей всячески поддерживает. О развитии сельского хозяйства в Северной Осетии расскажет моя коллега Генриетта Албегова. Асланбек Езиев показывает плоды своих трудов. Признается, было сложно. Начать свое дело удалось с помощью господдержки. С 1 гектара фермер за недолгие 5 лет смог расширить хозяйство до 30. Эти деревья посадили 4 года назад, и только сейчас они вступили в пору плодоношения. Здесь уже есть яблоки, но собирать их можно будет только через несколько месяцев. Но большого урожая пока не ждут. В первый год с 1 гектара собирают не больше 10 тонн. Яблони, груши, семечковые деревья занимают большую часть фруктовых садов. Их заложили на 25 гектарах. А еще на 5 косточковые – черешня, вишня, абрикосы и вишни. Но у хозяина этих садов большие планы на будущее. На перспективу мы планируем, заложить еще суперинтенсивные сады. С учетом того, здесь мы сделаем глубинные насосы, поставим. Будет орошение. Посмотрим, как получится. Это перспектива. А сейчас пока без полива. Земли здесь хорошие, так что именно для садов самые лучшие земли. Это единственное такое масштабное хозяйство в Дегорском районе, где выращивают фруктовые деревья. И руководство района его всячески поддерживает. Это хозяйство перспективное. Специалист у нас Езиев Асланбек, один из самых лучших садоводов республики. У него очень большой опыт работы. Он сам производит посадочный материал, своими силами все это посадил. Сады ухоженные, и мы надеемся, что в скором будущем запланированное им удастся осуществить. Со стороны федерации есть поддержка, субсидируется закладка садов, и со стороны республиканского бюджета тоже есть некоторая поддержка. Данное хозяйство этим пользуется. Им предоставлялись субсидии на закладку садов, и по уходу садов они в последующих годах тоже получали субсидии. Поддержкой пользуются, но фермер признается, этого мало. Чтобы реализовать идею закладки интенсивных садов, нужно гораздо больше. Что же касается спроса, он достаточно высок. Главное, чтобы было что предложить потребителю. Генриетта Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии.